шли прямо, потом пошли 45 градусов направо, потом еще 45. Тимур Гараев – депутат из Петербурга. В начале этого года вместе с экоактивистами он приехал помочь жителям поселка Пуйкало избавиться от забора. Пару лет назад он отрезал местных жителей от леса и озер. За изгородью предприниматели организовали охоту, а людей за грибами и ягодами пускали только по звонку. С решением суда в руках о незаконности ограждения активисты вышли пилить забор. Вот в этом месте очень хорошо видны и следы спилов, и следы дальнейшего ремонта. Это именно тот участок забора, который экоактивисты 3 января этого года сумели спилить 3 секции, после чего к ним подъехали сотрудники «Черных камней» и потом егеря. И вот сюда, в этот лес, они вынуждены были уйти, несколько часов по нему ходить, до тех пор, пока их погоня не настигла, и потом приехала полиция. Мы не знали, сколько там людей. Ну, допустим, там 10 человек, там 3 человек, там с собаками, без собак. Ну, собаки на нас не убегали, значит, без собак. Но с оружием понятно. И когда эти огоньки начали прослеживаться, мы услышали как минимум 1 выстрел. Это был одновременно сигнал, психологический эффект к нам, чтобы мы как бы залегли или рассредоточились. И, может быть, вышли и сдались. Психологический эффект устроили правоохранители и на встрече жителей Пуйкало с журналистами. В день съемки группу «Настоящего времени» в поселке ждали не только местные жители, но и сотрудники полиции, ДПС, службы безопасности. Если что-то случится, звони, они не приедут. Да? Вот это ждать надо, может, полсуток или еще того больше. Но здесь они тут моментом. Здесь 5 минут не прошло. Да, моментом. Уже подъехали. Но противники забора такого внимания не боятся. Главное – отстоять свое право на природу и снести ограждение. Ждем 13 февраля, это последний день снятия забора. Не знаем, ждем. Но мы ждать не будем, у нас уже терпение лопнуло. Во владении «Черных камней» 70 тысяч гектаров леса. Это почти половина всего Сартовальского района. По подсчетам Зои Болсун, огорожено забором примерно 12 тысяч гектаров. Внутри элитная база отдыха с зоопарком. На остальной территории проводят вип-охоту. Ценник на отстрел зверей открытый. Голова одного кабана от 45 тысяч рублей, оленя от 135 до 350 тысяч. Все разрешения есть, уверяет руководство, а исполнить решение суда и снести забор они не могут. Как исполнить решение? Его просто сносом нельзя исполнить. Мы нарушаем закон об охоте. Мы нарушаем правила безопасности железнодорожного движения, правила безопасности автомобильного движения, потому что там находится 1000 животных. И если это все открыть, кто дальше ответственность будет нести? Чтобы как-то снизить накал страстей, бизнесмены кое-где подвинули ограждение. Например, освободили территорию старого кладбища. Правда, повредили оградки. Вот забор был сплошным. Здесь вот так вот шел. Да, вот так он ровно и шел вот забор. Это вот после шума, вот мы летом начали, что людям не попасть даже на кладбище, цветы не положить. Вон, видите, там заборы, вон и ровно были. Это может звери или может деревья, видите, и оградочки-то сломаны. На дальнейшие уступки предприниматели не пойдут. Они уже подали иск в Верховный суд России. Сносить забор не собираются. А в ответ на выступление активистов обещают выйти с ответным митингом. Трудится у них почти 200 жителей ближайших поселков. По словам Лебедева, они готовы вступиться за своего работодателя. Глеб Яровой, Карелия, для «Настоящего времени».